Нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте и незаконное предпринимательство – все это нередко становится причиной несчастных случаев на газовых заправках. Поэтому правила хранения газовых баллонов весьма жесткие и не допускают другого толкования. Инспекционная группа в ходе рейда проверяет не только наличие документации, а главным образом и технические меры безопасности. Владельцу этой заправочной станции ранее уже выписывали административный штраф из-за нарушений правил безопасности. Сейчас на пропановой заправке есть пожарный щит, огнетушители, газовая бочка находится под землей в глубине нескольких метров. Только вот и некоторые нарушения зафиксировали и на этот раз. Земля над газовым баллоном заросла бурьяном. В летний период, когда пожары травы особенно распространены, риск возгорания на таких объектах возрастает. Нескошенная трава будет в ближайшее время скошена. Эта проблема будет устранена. Работодатель должен проводить при каждом поступлении работника на работу инструктаж по технике безопасности. Заправщик на станции признается, что за территорией ухаживают и регулярно скашивают траву. Так с минуты на минуту приедет работник для уборки территории. На следующей газовой заправке инспекционной группой нарушений не выявлено. Здесь зона с газовым баллоном огорожена, средства пожаротушения предусмотрены. Разъяснительные мероприятия по соблюдению норм безопасности и правильной эксплуатации местная администрация проводила и ранее. Так, в прошлом году в ходе рейда были закрыты 2 автомобильные газовые заправки. Это по улице Заречной и по улице Асканова. В соответствии то, что у них не было никаких ни правоустанавливающих документов, ни технических, ни техники безопасности. На данный момент в городе Карбулак зарегистрировано и имеющие документации это 7 автозаправочных станций, 2 из которых выделено предписание с нарушениями пунктов, 5 из которых соответствует требованиям, соответствует документации и полностью соответствует всем нормам законодательства. На пропановых заправках выявляются и такие нарушения, когда документы в порядке, а вот даже самые элементарные правила безопасности игнорируются. Так, к примеру, на очередной станции газовый баллон не огорожен и находится в открытом доступе. Также нет пожарного щита и подручных средств пожаротушения. Правда, газовая заправка сейчас не работает. Баллон законно закрыт. В случае пожара Заправочная станция не обслуживает автомобилистов уже несколько дней. Заправку закрыл сам собственник. По словам местных, сразу после взрыва на газозаправке в Сунже. После несчастного случая в Рио главы Махмуд Али Калиматов дал поручение проверить все станции, которые заправляют автомобили пропаном. Вот так сейчас выглядит газозаправочная станция, на которой еще неделю назад заправлялись до сотни машин в день. В результате взрыва пострадало 7 человек. 3 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Буквально за считанные секунды огонь охватил всю территорию. По предварительным данным, возгорание произошло вследствие утечки газа, но настоящие причины еще устанавливаются. Сейчас территория заправочной станции огорожена, следственными органами возбуждено уголовное дело. Взрыв прогремел 9 августа в 22:53. Горящие обломки раскидало на десятки метров. Пострадала и расположенная рядом шиномонтажная мастерская. К счастью, в ночное время жителей рядом оказалось немного. Первые минуты ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина, который последним пытается спастись на видео, все-таки не смог укрыться от огня. Получил до 85% ожогов. Сейчас он находится в ожоговом центре в Грозном. Он работал в совхозном магазине строительных материалов рядом со станцией. Коллеги навещали его в больнице и молятся за его выздоровление. К слову, в результате взрыва также сгорела часть товаров, которые находились на заднем дворе магазина. Очень много чего сгорело. Вон мешки все сгорели, стекловат. Много чего сгорело. Мы что смогли спасти, оттуда убрали, вон мешки, вон еще порванные стоят. Мы их занесли, чтобы
на развес продавать. А вот стекловат – это все, что можно было оставить, который людям отдадим, что можно, это все уже почистили, поставили там. Где-то 5 штук там осталось, а остальное все выкинули. Очевидцами несчастного случая стали и некоторые местные жители. Многие из них долго не могли оправиться после страшной ночи. Было страшно. И как-то 3-4 дня мама могла даже не оправиться. Еще 2 человека со 100% ожогами госпитализированы в Грозненский ожоговый центр. В Сунженской районной больнице находится пострадавшая во время возгорания девушка. Как отмечают медики, ее жизни ничего не угрожает. 3 человека находятся в Ингушской республиканской клинической больнице. 29-летний Руслан Аздоев эту ночь заехал на заправочную станцию со своим двоюродным братом Амиром Дзейтовым. В момент взрыва успели выбежать из машины, но без травм не обошлось. Получили более 20% ожогов. Сразу холоден. Машин чарды, и все. 100-150 заправка их. Пострадали не только те, кто по случаю оказались на месте ЧП. Один из тех, кто рискнул своей жизнью, чтобы обезопасить других – Батыр Костоев. Молодой человек после взрыва сразу же бросился сквозь пламя к спецмашине-газовозу, из которой шла утечка газа, и перекрыл кран на цистерне. Не подоспей он вовремя, взрыв баллона мог привести не к одному десятку жертв округи, разрушенным домам, магазинам. Батыр получил не только внешние, но и внутренние ожоги. Ему тяжело говорить. По словам врачей, жизни пациентов сейчас ничего не угрожает. Дзейтов, Аздоев и Костоев находятся у нас на лечении. У 3 больных термический ожог 1, 2, 3 А степени. Пока состояние у них стабильное. Вся необходимая помощь оказывается. При обходе больные, скажем, жалоб не предъявляют. Скажем, и те даже специфические препараты, которые нужны, они все сегодня, слава Аллаху, у нас находятся, скажем так, вот, в распоряжении в отделении. Занимается им наш комбустиолог в лице Хаштырова Муслима Хамзатовича, занимается довольно-таки плодотворно. Но тут надо отметить, что термические травмы, они, как правило, свои осложнения дают на 11-13 сутки. Пока на данном этапе они вышли из ожогового шока, сейчас начинается ожоговая болезнь. Конечно, все необходимые мероприятия по профилактике возможных осложнений проводятся. Будем рассчитывать, что люди восстановятся. Не жалея себя, в ту ночь спасали пострадавших и тушили огонь и другие ингушские ребята. Джабраил Мейриев, сотрудник Росгвардии, бросился тушить горящих людей, доставил пострадавших в больницу. Ильяс Поша, выпускник пожарно-спасательного колледжа, потушил пожар в соседнем дворе и вывел из огня животных. До приезда пожарного караула вместе с проезжавшим на тот момент сотрудником МЧС Алисханом Бековым они первыми начали тушить огонь на месте взрыва. Этот случай практически никого не оставил равнодушным. Видеоролики с момента взрыва заполнили социальные сети. Несчастный случай насторожил весь регион. Теперь все чаще говорят, взрывоопасным объектам не место в районе жилых кварталов. Молодые ребята. Юстер халдик, юстер халарвял, юстер меткиши по дороге, на асфальт меткиши, тиш халшбах ерем, да без осторожности. Опасен деревья, яким док наглозы беду. Заправки они должны стоять, доступны должны, но они должны быть под контролем, я это считаю, и все. Их должны проверять, утечка газа, и все. Это мое мнение. Я считаю, что неправильно, что находится. Где люди живут, там не должно это находиться. О том, что владелец заправки пренебрегал техническими правилами и безопасностью, уже не секрет. Следствие быстро установило этот факт. Видимо, для некоторых недобросовестных предпринимателей цель заработать побольше важнее всего. Здоровье и даже жизни людей. Снимать ответственность с надзорных органов в этом случае тоже неправильно. Нарушения на заправке явно копились не несколько недель или даже месяцев. А между тем рейдовые мероприятия в регионе по выявлению незаконной деятельности по реализации пропана продолжатся. Без проверки не останется ни одна станция. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.